7 мая Дагестанское радио, вещающее на 14 языках народов России, отмечает свое 90-летие. Все эти годы успешно работает среди большого многонационального коллектива редакции вещания ГТРК «Дагестан» на лезгинском языке. В нашем регионе нет более родного радио, вещающего на родном языке. Журналисты редакции Наира Рамазанова, Нарима Джамалова, Муминат Гусейнова всегда встречают гостей с особой теплотой и радостью. Поздравить коллектив лезгинской редакции гостелерадиокомпании «Дагестан» пришли их коллеги и друзья, известные общественники и журналисты Руслан Гиреев, Кудрат Алиев, Мубарис Мурсалов, Абдулла Айдаев. Сегодня во многих уголках нашей республики, как и в те далекие дни, когда зарождалось радио, новости дагестанского радио остаются едва ли не единственным источником информации. Особенно это касается жителей сельской местности, тех, кто живет в горных и высокогорных районах. 90 лет – это целая эпоха. Если считать, с 1962 года, когда я пришла сюда, на Дагестанское радио, и по сей день, вот 55 лет я работаю на радио. В одной редакции, одно и то же. Можно сказать, что я эту политику, прямо начиная вот в мире, в стране, в республике, у нас в селах, городах, в курсе всегда всех событий получается. Изначально, вот я, когда пришла на Дагестанское радио, был Бубага Джикулиев, Шахимир Мурадов в редакции, Асеф Мехман был, Кчебек Мусаев. Это были все такие творческие работники. Случайного никого не было. А переводчиком работал родной сын автора русско-лезгинского словаря Магомеда Гаджиева, его сын Камал. Отличный он переводчик был, но по каким-то причинам ему пришлось уволиться. И вот я с тех пор работаю. Вначале было, конечно, трудно, но грамматику я прекрасно знала. Я же училась в Ахтах, училась в Магергане, в Магарамкенте, в Касумкенте и в Махачкале в течение 10 лет. И у меня учителя были академики лезгинского языка. Такие учителя были на самом деле. Но лексики не хватало. Ну, потом словари мне помогли. Я стала над собой работать. Вот я смотрю, потом после Гаджикулиева стал редактором много лет. Были другие тоже, но особо хочу подчеркнуть Абдулла Насруллаева. Да, он много лет работал. И причем влюбленный в эту работу был человек. У него была программа «Утренняя заря». Программа действительно выходила вместе с зарей утром 6:30. Это время, когда люди могли слушать свободно, а радио говорило везде, во всех городах, районах, везде, где бы ни было. И он жил этой программой, ему нравилась эта программа сама. И причем обычно программу у нас вели дикторы. Он говорит, нет, я сам буду вести. После него, правда, стал Раджаб Тагирбеков. Он биолог по специальности, но он хороший поэт, он хороший журналист, он критик, публицист. И вот так время идут, годы идут. Сегодня Наира стала. Вот. Между прочим, особо хочу подчеркнуть, это первая женщина среди руководителей нашей лезгинской редакции. Все мужчины были. Коллектив редакции лезгинского вещания сегодня возглавляет талантливый журналист, старший редактор ГТРК «Дагестан» на лезгинском языке Наира Рамазанова. Дагестанское радио на сегодняшний день вещает на 14 языках народов Дагестана. Это очень дружный, многонациональный коллектив. То есть можно сказать, что это маленькая республика в республике. Это взаимопонимание, взаимоуважение, это взаимозаменяемость. То есть все, что очень важно и сопровождает нас по жизни. Сегодняшний день, как можно характеризовать лезгинского редакции вещания на лезгинском языке? То есть я застала те самые времена, когда здесь работали 17 человек в редакции. Но так как время диктует свое, некоторые вынуждены были уйти, некоторые ушли в пенсионный возраст. И сейчас нас в редакции
4 человека. Это я, старший редактор, детская редакция, молодежная редакция и штат переводчицы. Вещаем мы, сказать, что мы сейчас не востребованы, это будет неправильно, потому что нас слушают. У нас очень взыскательный, требовательный слушатель. У нас есть налажена обратная связь. Тут же мы получаем звонки. И если что-то идет не так, если мы где-то допустили какую-то ошибку в эфире. Приоритете у нас, какие это в основном акценты делаем на информационное вещание, на общественно-политические темы. Это здравоохранение, образование, культура, спорт. Становление и развитие дагестанского радио и лезгинской редакции происходило стараниями сотен людей, профессионалов своего дела. Гостями редакции в разные годы были известные государственные и общественно-политические деятели, люди науки, спорта, искусства, музыки и других направлений общественной жизни. Помимо новостей, сотрудники редакции еженедельно готовят и блоки тематических передач, а также успешно трудятся на телевизионном поприще. При ГТРК «Дагестан» также функционирует редакция канала национального вещания на лезгинском языке «Шалбуздаг», которая охватывает самые разные сферы деятельности представителей лезгинского народа. Так, к юбилею в Доме радио открыли музей, а стены, повидавшие портреты многих достойных дагестанцев и сегодня украшают кабинеты ведомств, являются гордостью коллектива. В эти праздничные дни хочется пожелать нашим коллегам всего самого наилучшего, творческих успехов и процветания. С праздником, уважаемые коллеги!